Этот день, по сути, кульминация форума. Молодежь знала, что у них будет возможность увидеть и пообщаться с главой республики, и вопросы готовила, конечно, заранее тщательно. Многим из этих ребят есть что заявить, есть что показать. И поддержка сильных мира сего – то самое зажигание, без которого идея может так и остаться идеей. Я очень рад, что здесь в основном находятся люди устремленные, которые, безусловно, хотят в жизни добиться многого и, конечно, хотят быть полезными своей стране. Это видно по вашему настроению, по вашим лицам. Ну и начало сегодняшнего вот этого дня будет у нас с вами такой интерактив. Будем с вами общаться, обмениваться мнениями. Ну и, наверное, может быть, мнение не совпадет, каждый будет высказывать свою точку зрения. И вот в таких позитивных спорах будет рождаться, ну, как говорят, истина. Глава работает с молодежью в режиме этакого интерактива. На слайд выводятся вопросы. И в формате голосования участники форума при помощи мобильных телефонов голосуют за тот или иной вариант ответа. Итоги сразу на экран. Нам был очень интересен такой формат работы, потому что обычно диалоги на равных проходят статично. То есть очень мало динамики, и молодежь очень тяжело воспринимает этот формат. Здесь мы постарались сделать его особенным, интересным. И, честно говоря, бывал на многих федеральных площадках, такого формата не применяли еще нигде. Организаторы признаются, многое срежиссировано заранее, но все вопросы были сформулированы именно участниками. Они касались и молодежной политики, и образования, и развития России в современном обществе в целом. Глава региона дал ответы на действительно интересующие вопросы. При этом обратил внимание и на ответы участников. Местами получился диалог. Тезис для молодежи очень актуальный. Каждый думает об этом. Нужно ли в жизни попробовать все? А может, все-таки выбрать цель в жизни? И вот все, что к этой цели ведет, вот это все пробовать. Вот это все как раз совершенство. Вот я понимаю, вот под этим лозунгом попробовать все именно в этом контексте. А попробовать вообще все, ну это, знаете, на мой взгляд, это дурость. Были и вопросы, связанные с патриотизмом. Например, утверждение «Я горжусь своей страной» вызвало бурное обсуждение между участниками диалога на равных. Ребята, надо в первую очередь посмотреть на себя, а что такое страна в моем лице. Тогда сразу станется понятно. Если ты вот так голосуешь, что я не горжусь, в первую очередь гордись собой. У тебя к себе должны быть претензии, свои проблемы не надо перекладывать на страну. Мне кажется, вопрос не должен ставиться так, потому что все мы находимся здесь как раз из-за того, что мы гордимся страной и готовы двигаться вместе и с руководством республики, и руководством нашей страны. Я лично горжусь своей страной только лишь потому, что я здесь родился. И страну, по моему мнению, как и семью не выбираю. Соответственно, если я родился на этой земле, я должен гордиться своей землей и делать все так, для того, чтобы наша земля процветала. Обсуждение коснулся и вопрос о получении образования за рубежом. На что Сергей Гапликов уверил, что лучшего образования, чем в России, нынешняя молодежь не найдет нигде в мире. Наших специалистов очень ценят и пытаются переманить. И это, конечно, является одной из проблем, которую необходимо решить. Система образования, конечно, нуждается в модернизации, конечно, нужно обновление. Но наши кадры, которые сегодня учат, преподают, нас развивают, лучшие кадры в мире. Гарантирую. Но уровень квалификации наших преподавателей, наших профессоров, кандидатов, докторов наук, он несоизмерим по уровню квалификации с теми, кто преподает в этих вузах. Одним из последних стал вопрос, касающийся значения семьи. Здесь молодежь единогласно согласилась, что она действительно является важнейшим аспектом в жизни. Еще глава региона подчеркнул, что молодежи не стоит надеяться на судьбу. Нужно все брать в свои руки и дерзать. Судьба – это дело наш рук. Вот. Ручки, вот они, понимаете, сами колотим, сами делаем. Вот если эти ручки не будут перелистывать каждый раз, понимаете, по 150-200 страниц ежедневно, какой-то там литературы, которая требуется, никакая судьба не поможет. Анастасия Михайлова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.